Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие близнецы. Сегодня мы сделаем прогноз для вас на промежуток времени с 5 по 11 сентября. Мы посмотрим, какими же события могут быть на этой неделе. И прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, либо по лунному знаку. И напоминаю о том, что это общий прогноз. Итак, дорогие близнецы, давайте-ка посмотрим. Это у нас будет цыганский пасьянс. Посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. А также не забывайте ставить лайки для обмена энергиями. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Итак, близнецы, с 5 по 11 сентября. Ну что, родные мои, давайте-ка будем смотреть. Смотрим вместе со мной. Если я что-то не замечу, вы мне, конечно же, напишите, что я тут пропустила. Так. Угу. Пишите мне потом, если я что-то пропустила, это я напоминаю. Если я что-то пропустила, вы пишите мне в комментариях, и я вам напишу, что может это обозначать. Так, пока что ничего не вижу я тут. Может, потом увижу, но пока что ничего не вижу. А есть домик у нас, да? Есть домик. Какое-то событие в доме. Это может быть в вашем доме событие, либо у ваших близких, родных. Так, дальше. Хорошая новость. Связана, либо хорошая новость, смотрите, после этого события в доме, либо в том, когда поедете в этот дом, либо в вашем доме, какая-то будет хорошая новость. Так, хорошая новость, но почему-то тут у нас еще и конфликт выпал. По поводу хорошей новости-то вы так обрадуетесь. Так. Ай-яй-яй. Так. У нас тут еще и бабочка же есть. Слушайте, я чуть не пропустила, да? Это может быть конфликт связан с чем-то, либо с бизнесом, либо что-то на работе. Может быть такая ситуация. Угу. Ключик. Но все разрешится положительно. Все в ваших руках, вы решите какую-то проблему. Так. Молодцы. Дальше смотрим. Угу. Колокольчик. Это может быть какая-то новость, с которой бы вам, допустим, хотелось поделиться, вот такой новостью, со всеми хотелось бы поделиться, но эта карта не советует этого делать. Не надо. Это, знаете, по секрету всему свету, либо разговоры с кем-то. Вот. Так. Бокальчик у нас тут есть. Сейчас мы положим этот бокальчик. Смотрите, и бокальчик, и есть у нас ситуация, что-то касаемо ребенка. Может быть застолье касаемо ребенка, может быть это событие связанное. Вот, может для кого-то это радость в плане, кто-то забеременел, кто-то родил ребенка, может быть, господи, день рождения ребенка, может быть крестины ребенка. Ну вот такая ситуация здесь может быть.
Потому что у нас тут косвенно есть еще бокальчик, то есть это застолье. Так, еще что? Все, да, давайте-ка будем еще проверять, что у нас тут еще может быть. Так, ага, вот у нас тут есть вот это вот сердечко. Смотрите, это связано с встреча с другом, может быть, какая-то с подругой, с другом, с друзьями. Так, дальше книгу мы пропустили. Смотрите, это в казенном доме. Это у нас ситуация казенного дома. Кстати, это может оформление каких-то документов в казенном доме. Здесь хорошая новость и конфликт там. Так, еще смотрим. Угу. Так, ну это мы перевернуть не можем. Это что-то... Смотрите, косвенно здесь может быть еще ситуация какой-то болезни, но в плане, может быть, поднялось у кого-то давление, кто-то расстроился, у кого-то мигрень, голова болит, допустим. Или кто-то вот чувствует себя не очень хорошо в плане, может быть, ОРЗ, вот такой вот какая-то ситуация может быть. Но это все разрешимо, вот выпили таблетку и прошло, допустим. Или выпили фервекс, это уже прошло все. То есть тут такая ситуация. Смотрите, тут у нас есть еще ситуация в конце недели. Слушайте, у вас очень событийная неделя получается. Есть еще какая-то неприятность может выползти. Неприятность какая-то выползти. Хорошо. Так. Так, все так хорошо было, и это неприятность. Ну, может, вы ее разрешите, кстати. Эта неприятность, она временная, недолгая, поэтому, скорее всего, что разрешите эту ситуацию. Может быть, вот это вот... Так, еще неприятность. У нас тут ребенок. Тут, да, то неприятности. Ну, подождите-ка, дайте-ка мы посмотрим. Собственно, чего это касается неприятностей. Дайте-ка посмотрим. Мне самое уже интересно. Так. Собственно, чего касаемо неприятностей. Какого-то радостного события. То есть на каком-то радостном событии, или, может быть, кто-то на отдых захотел поехать, или еще что-то там, какая-то, может быть, неприятность. Связанное радостное событие в общественном месте. То есть это может быть, может кто-то в кафешке празднует какой-то праздник, день рождения там, или что-то связано с гостями, допустим. Или общественное место — это куда вы... Здесь у нас казенный дом выпал. Может, куда вы поедете оформлять что-то. Может быть, рождение ребенка, какие-то документы, да, и вот неприятность какая-то может быть там. Может быть, из-за этого и поконфликтуете. Ну, это опять-таки это как-то так все быстро разрешим. Вот такой поболтали, покричали, и такой пустой звон. Так, ну и тут такая ситуация, когда не нужно никому, не говорите лишнего. Вот это вот такая вот ситуация. Так, давайте-ка еще посмотрим. Такая событийная какая-то неделька у вас. Угу. Вроде как все. Так, ну что, давайте подытожим это все дело. Так, начало недельки у нас начинается с каких-то деловых отношений. То есть это у нас касаемо встречи, может быть, по поводу работы или бизнеса. Может быть встреча с другом или друзьями. Также может быть ситуация, события какого-то в доме и посещение казенного дома. События в доме, у нас тут есть хорошая новость.
посещение казенного дома. То есть у нас хорошая новость после посещения казенного дома и события в доме. Это может касаться рождения ребенка, это может касаться дня рождения ребенка, это может быть кто-то забеременел. Но может быть еще ситуация конфликта, но он разрешим. Да, какая-то неприятность может быть, но, знаете, из-за какой-то болезни что-то связано, либо ОРЗ, либо голова, либо вот мигрени какие-то, давление поднялось, там расстроились, да, давление поднялось. Так, и так, есть тут у нас еще касаемо что-то вот касаемо детей. И есть ситуация, когда не говорите лишнего. Вот тут такая вот ситуация, с кем-то поговорили, может быть, поконфликтовали. Не говорить лишнего и никому ничего не рассказывать. Тут еще карта говорит о том, что пока что никому ничего не рассказывайте, если есть такая ситуация. Так, ну вот все. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.